Так, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Рад приветствовать всех зрителей, которые пришли на данный эфир. Меня зовут Муслим. Я новый организатор в интернете, и сегодня я буду нашим ведущим на стриме, который будет посвящен школе 21, где мы обсудим саму школу, обсудим отборочный тур, обсудим вообще, что такое школа 21, что она дает, зачем туда идти и стоит ли вообще туда идти. У нас сегодня в гостях два участника школы 21, которые прошли отборочный тур. Что такое отборочный тур, мы с вами тоже поговорим. Это Беков Мухаммад и Тутаев Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Эджри. Итак, перед началом стрима я считаю, что нам стоит познакомиться вообще с участниками, кто они, как они попали в школу 21, и есть ли у них какой-либо опыт в программировании и так далее. Итак, давайте начнем с Бекова Мухаммада. Расскажи немного о себе. Я хотел, чтобы наши телезрители с вами познакомились, и хотелось бы, чтобы ты рассказал о себе, там хобби, чем увлекаешься, есть ли какой-либо опыт в программировании и так далее. Apple устройств. Занимаюсь разработкой приложений. Из хобби, не знаю, обычный парень. Занимаюсь тем же, чем занимается вся молодежь Ингушетии. Люблю футбол, увлекаюсь им. Так, на свободное время стараюсь уделять программированию. Все, в целом все. Отлично. Мне кажется, этого достаточно для знакомства. Так, теперь давайте мы познакомимся с Амином Тутаевым. Амин Тутаев, расскажи о себе. Я знаю, что у тебя уже есть опыт в программировании, мой бывший коллега. Давай расскажем. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Меня зовут Амин, как уже было сказано ранее. Опыт в программировании, да, имеется, но он был максимально, не то чтобы был, он до сих пор максимально поверхностный. Я использую все возможные костыли, я их изобрел, можно так сказать. В целом, помимо программирования, меня жизнь потаскала по куче других профессий, но в конечном итоге решил остановиться именно на этом, в частности, на гейм-разработке. И, в принципе, вот и все. Как в этих роликах. Как я докатился до жизни такой, Ахаражи. Так, отлично. Так, я думаю, этого тоже было достаточно. У нас небольшой ликбез для того, чтобы мы познакомились с нашими зрителями. Итак, теперь давайте мы быстренько попробуем пробежаться по вопросам. Вообще зрителям, я думаю, было бы интересно послушать, что из себя представляет школа 21, что это такое, и какой именно там идет процесс обучения для того, чтобы наконец стать, допустим, программистом, или там становишься не программистом, а кем-то еще. Так, давайте кто-то из вас расскажет про сам процесс. Мухаммад, ты, да? В целом, могу я начать, да. Школа 21 – это, скажем так, можно назвать это благотворительной образовательной площадкой, которая у нас в республике на базе такого образовательного кластера Академии цифрового развития. Это полностью бесплатный благотворительный проект от Сбера. Участие в нем, образование в нем бесплатно. Для начала тебе нужно, чтобы попасть на отборочный интенсив, достаточно пройти пару игр на логику, отправить документы, и ты принят на отборочный интенсив, который длится 26 дней. Так, это, я думаю, мы слишком вперед забежали. Про отборочный интенсив мы успеем об этом говорить. Меня больше интересует, какой именно идет процесс обучения, потому что я слышал, что там нету таких преподавателей, допустим, как мы привыкли видеть в школе, и там взаимоотношение идет исключительно между людьми, P2P, по-моему, это называется. Хотел бы я услышать об этом.
Да, в каким образом целом проходит? отсутствует полностью преподавательский состав, нету никаких лекторов. Все обучение завязано на основе принципа peer-to-peer в школе. А, Если в переводе, то это равный равному. То есть с каким бы опытом человек ни пришел, здесь ты ничем не выделяешься, скажем так, из толпы, и все абсолютно равны друг перед другом. Вот. А, в целом, вот, друг друга учим, друг друга просим помощи, предлагаем помощь, если мы знаем чуть-чуть больше, чем сосед по парте, скажем так. Вот можно сказать, весь процесс, принцип обучения там в 3 словах peer-to-peer, равно равному, помогаем друг другу стать лучше. Так, отлично. Это именно то, что я хотел услышать. В целом поговорим чуть позже, насколько это эффективное обучение, потому что я слышал, что немногим такое заходит. И давайте мы подойдем к следующему вопросу. Также хочется услышать, какие именно направления в школе 21 преподаются, потому что я, как понял, их там множество, там начинают с языка C, хочется также поговорить, к какому языку в конечном итоге подходят, потому что я не знаю, в современном мире на C, наверное, пишут только единицы. Амин, я готов послушать тебя, думаю. Так, ну, начнем с того, что изначально ты не выбираешь, какой язык программирования будешь учить во время обучения, то есть у тебя нет никакого выбора, ты начинаешь с языка C. Суть заключается в том, что большинство современных языков программирования, более развитых и модернизированных, они имеют C-образную структуру, то есть они все C-подобные, так или иначе, большинство из них. И начиная изучать C, ты начинаешь более глубоко понимать саму структуру программирования, что это такое, как это делается, для чего, и впоследствии образуется более такое глобальное понимание самого программирования. Далее, само изучение C длится, мне кажется, полгода. Если я ошибаюсь, Мухаммад может меня поправить, я точно не помню. И уже после того, как заканчивается обучение на C, можно выбрать одно из многочисленных направлений. Сами направления, в принципе, указаны на сайте школы. Это из языков программирования. Это C, C++, C#, Java, Go, Swift, Python, JavaScript и Kotlin. И также все это обучение разделено на направления. Это мобильная разработка, Kotlin, Swift, компьютерная графика и геймдев, Unity, фронт-энд, HTML, CSS, JS, TypeScript, DevOps, алгоритмы и структуры данных, веб-программирование, кибербезопасность, сети и системное администрирование, архитектура ПО, Backend — это C#, Java, Kotlin, Python, Go. Машинное обучение и анализ данных — это уже Python. И базы данных SQL. То есть все эти направления Я для более чем выбора. уверен, что это заслуживает отдельного лайка за то, что он перечислил прям все направления, которые там есть. Большое тебе за это спасибо. Извиняюсь, что я тебя перебил. Тебе можно, Муслим. Так, ну, в принципе, вот. То есть сама структура обучения именно таким образом и строится. Ты сначала учишь C, как только у тебя появляется такая осознанность, ты уже можешь выбрать себе направление, по которому будешь развиваться. И, в принципе, если отвечать на вопрос о направлениях, я закончил, мне кажется. Ну да, Вот нет. направление. И учить язык C полгода. Давай сразу вопрос задам. Насколько эффективно вам это вообще кажется? Типа, ваше отношение к языку C, так скажем, учитывая, что у вас еще есть опыт на других языках? Ну, что я могу сказать? Я прошла афганскую войну. Желаю всем мужчинам пройти. Ну, в общем, C для меня это нечто ужасное. У меня очень плохое начало было с C, потому что я, в принципе, работал на C#, но я работал на C# только в пределах Unity в большинстве случаев. И C для меня стало чем-то вот, ну, неожиданным. Там эти указатели, с которыми я никогда не работал до этого. Там отсутствие, в принципе, понимания строки. Там изначально ты же... Понятно, что строка — это массив символов, но в C строка — это буквально массив символов. У тебя нет возможности использовать Ну, string. в целом, по-моему, это везде, просто там под капоткой мы такой не видим, а тут Да, типа вот. полные возможности, так скажем. А вот с этой стороны, с той стороны, о которой ты говоришь, о том, что это открывает больше возможностей, мне кажется, что это действительно хороший подход, потому что
Опять-таки, работая на C++ или C-Sharp, ты используешь в большинстве своем готовые решения. Уже то, что кем-то сделано, ты просто юзаешь все эти функции. А на C все, ты сам по себе. Тебе так или иначе нужно понять, что строка — это массив символов, а не просто строка, которая существует сама по себе. Точно так же со всеми остальными функциями. То есть изначально у меня было отвращение к C, которое все еще осталось, но я понимаю, почему они выбрали именно этот язык для начала, и понимаю, что это действительно открывает большие возможности именно для меня, потому что, как я и говорил, у меня очень поверхностное понимание. Я вижу задачу, я ее выполняю просто на рандом, но я никогда не понимал, что я делаю и зачем я это делаю. И здесь в школе уже возникает вот это вот понимание, Ну, это плюс-минус. очень хорошо подметил. Там, да, у многих скептическое отношение именно к языку C, поэтому всем начинающим нужно быть готовым к тому, что там будет специфичный язык, который на рынке уже, так скажем, не сильно-то и востребован. Ладно, так, давайте перейдем тогда к следующему вопросу. Многих интересуют именно карьерные возможности, которые дает школа 21, потому что мы же сюда в конечном-то итоге пришли ради какой-то цели, а это трудоустройство в IT. Поэтому я хотел бы, чтобы Мухаммад нам уже рассказал более подробно, что именно дает нам школа 21 в карьерном плане. В карьерном плане я бы не выделял ничего особенного. Наверное, большинство сюда идут ради знаний в первую очередь. Вот. В плане карьеры на, од- на одном из этапов нашего основного обучения в школе, э, для студента обязательно пройти стажировку обязательно в программе. Если он ее не пройдет, ну, значит, его обучение будет закончено на этом. Вот. Обязательно стажировка. Некоторые компании, известные компании, IT-компании, они приходят в школу, они обращаются, вытаскивают студентов, приглашают их на стажировки. Я думаю, что это один из трамплинов для молодых программистов. Молодых я имею в виду не по возрасту, а по количеству опыта, что это неплохой такой трамплин, что тебя зовут в одну из ведущих компаний, IT-компаний в России на стажировку. Вот. В целом, больше мне нечего в плане карьерного роста выделить. Я думаю, что в любом случае, что бы тебе компания не дала, что бы тебе твоя образовательная площадка не дала, если у тебя знаний нету, то это все бесполезно. В первую очередь сюда люди за знаниями приходят. Вот. Ну, учитывая сегодняшнее положение на рынке IT, учитывая еще к тому же, насколько тяжело сегодня джунам найти работу, я считаю, что школа 21 как раз-таки хороший вариант это сделать. Я Да, еще и довольно. слышал, Я еще подмечу, давай. что на рынке труда, именно на айтишном, студенты школы 21 в целом по всей России, они очень востребованы бывают. Вот, поэтому это неплохая такая галочка в резюме. Отлично, отлично. Так, ты упомянул стажировку, а я еще слышал, что после стажировки можно остаться в компании или продолжить обучение после стажировки. Вот этот момент хотелось бы прояснить и узнать, так ли это на самом-то деле. Всех нюансов я, к сожалению, не знаю, но вроде бы после стажировки у тебя продолжится обучение, это будет не концом твоего обучения. Вот. Насчет остаться в компании тоже мы как бы не привязаны в целом к Сберу, поэтому насчет этого не могу Ну, под подсказать компанией имею в информацию. виду стажировки, те компании, которые зовут нас А, на стажировки, э, остаемся ли мы там? Есть у нас возможность сказать, типа, я тут остаюсь, я хочу тут работать и продолжить путь с этой Судя, компанией? судя, судя по опыту других кампусов, это абсолютно возможная и реальная, скажем так, ситуация, когда студент уходил на стажировку, компания в итоге позвала его к себе, предлагала ему оффер, и он оставался в компании, приостанавливал обучение, ну или продолжал его. В целом ты здесь не сильно привязан к школе, ты не должен здесь находиться 24/7, ты выполняешь свои проекты, двигаешься по своему пути, ты можешь параллельно заниматься своей работой и учебой. Вот. Отлично. Это именно то, что я хотел услышать, потому что большинство, по крайней мере, я тоже изначально, когда рассчитывал прийти в школу 21, я шел изначально ради конечного трудоустройства. Знание это, конечно, хорошо, но на рынке выживает сильнейший, как говорится. Так, я услышал все, что хотел. Давайте мы перейдем к следующему вопросу. Следующий интересующий нас вопрос — это
Какие критерии отбора перед поступлением в школу 21 у нас есть? Я бы хотел, чтобы Амин Тутаев продолжил данный разговор. Причем, по-моему, там отборочный тур очень легкий, поэтому ждем твоих пояснений, так скажем. Отборочный тур не просто легкий, его, в принципе, практически не существует. То есть нет никаких совершенно требований, кроме требований к возрасту, для того, чтобы попасть в школу 21. Тебе должно быть 17 лет, чтобы присутствовать на интенсиве. Можно даже раньше, вроде бы с согласия родителей. То есть опекун должен подписать документ, что он согласен отправить тебя на интенсив. А для того, чтобы начать основное обучение, тебе должно быть 18 лет. Вот, в принципе, и все. Для того, чтобы попасть в школу, нужно перейти на сайт, отправить заявку и пройти 2 игры. Одна игра на память и внимательность, вторая на логику. В принципе, они обе называются играми на логику, но я думаю, практически 70-99% людей могут их пройти как минимум со 2-го раза, если даже с 1-го не получилось. Игры достаточно простые, и после прохождения игр ты просто отправляешь заявку, скачиваешь договор, подписываешь его, закидываешь в ящичек, и, в принципе, все, ты принят на интенсив, если есть места. Нужно еще успеть записаться на свободное место, поприсутствовать на встрече. Но, опять-таки, это не требует каких-либо больших интеллектуальных вложений, то есть это обычный перечень вещей, которые способен сделать каждый человек, вне зависимости от опыта в программировании. Естественно, это может доставить трудности для человека, который никогда в жизни не включал компьютер. Это, ну, я думаю, мало таких людей осталось в 21 веке. И все. Критерии, опять-таки, школа позиционирует себя как место, куда может идти каждый без какого-либо опыта в программировании. Но если этот опыт имеется, естественно, у тебя некое преимущество есть. Опять-таки, это не дает тебе никакого преимущества над остальными участниками. Это просто преимущество над самим собой, чтобы не сдаться, не опускать руки. Ибо есть случаи, что интенсив проходили люди, которые делали гораздо меньше, нежели, допустим, другие участники интенсива, и они все равно проходили. То есть у школы, по словам тех же волонтеров и администрации, более 100 различных критериев, которые влияют на твое поступление на основное обучение. И это не обязательно твои глубокие познания в программировании, не обязательно то, что ты каждый проект выполнял идеально и на 100%. То есть там учитывается и твоя усидчивость, твоя целеустремленность, активность, время, проведенное за компьютером, еще огромное количество факторов, которые они не разглашают. Поэтому попробовать стоит каждому. Если есть интерес к IT, попробовать стоит определенно, потому что единственное, что вы потратите на это 26 дней. С одной стороны, это большой период времени, но с другой стороны, за эти 26 дней лично я получил огромный объем информации, который не усвоил бы в любых других условиях, потому что во время интенсива у тебя нет выбора. Ты либо усваиваешь эту информацию и поглощаешь ее, либо уходишь, опуская руки. А уходить уже, как-то не то, особенно при нашем-то менталитете. Так что ты, по-моему, упомянул 26 дней. Давай для телезрителей, точнее, для смотрящих наш стрим уточним, что это за 26 дней. По-моему, у него есть отдельное название, что это такое и почему это всем надо пройти. Итак, 26 дней — это интенсив, иначе он называется бассейн, по крайней мере, раньше так назывался. И это, буквально интенсив, слово само за себя говорит. Вы можете приходить, в принципе, когда угодно и уходить когда угодно, но каждый день у вас новый проект. На выполнение проекта вам дается день, когда он был выдан, и половина следующего дня. В принципе, вы начинаете в 9:21 сегодня, вам нужно до 23:21 завтрашнего дня закрыть проект. При этом завтра в 9:21 у вас начинается еще один проект. И вы не можете просто отложить сегодняшний проект на завтра, потому что завтра у вас новый проект, и так до бесконечности. И каждую пятницу во время интенсива проходят экзамены. Правила на экзаменах — это уже отдельная тема для разговора, то есть там буквально стоит вот так вот повернуть голову, и ты вылетаешь с экзамена без права на пересдачу и так далее и тому подобное. Есть четкие правила, нельзя говорить вслух что-либо, нельзя даже звать волонтера,
когда тебе нужна помощь, ты можешь просто встать перед компьютером и стоять, пока к тебе не подойдут. Подходит быстро, но таковы правила. Вот. А интенсив довольно-таки интересное мероприятие, которое может морально уничтожить вас, но в то же время дает огромный прирост к знаниям. За это время, опять-таки, это настолько ограниченное время для того, чтобы получить эти знания, что вы всеми силами стараетесь извлечь из этого пользу, и как раз-таки благодаря этому, мне кажется, остается вот это вот желание продолжать учиться и поступить на основу, потому что 26 дней — это немало, по крайней мере. Так, мне показалось, что Амин высказал личное мнение по поводу самого интенсива, что есть ему по итогу кажется довольно-таки тяжело. В целом правила тоже довольно-таки жесткие, но мне было бы интересно еще послушать по этому поводу Мухаммада. Как ты именно видишь интенсив? Считаешь ли ты, что он прям сложный, тяжелый? И вообще хотелось бы послушать с твоих уст именно как ты это расскажешь. Смотрите, я считаю, что он сложный, тяжелый. Это действительно, как Амин сказал, интенсив. Это максимально интенсивное обучение, что у тебя нет абсолютно никакого свободного времени. Но я считаю, что был бы другой формат, то по истечении этих 26 дней с такими хард и софт скиллами ты бы не вышел бы. Потому что именно такой режим работы дисциплинирует тебя, мотивирует тебя. И каждый раз, когда у тебя успешный или неуспешный проект, ты заряжаешься этой энергией, заряжаешься мотивацией, ты проклинаешь все вокруг, но при этом ты не останавливаешься, ты добиваешь эти проекты. Да, как Амин сказал, каждый день новый проект, каждый день новые задания, они бывают... Сегодняшество тоже есть вот, между студентами. Поэтому я считаю, что именно такой режим обучения правильный, и я очень доволен тем, что попробовал это. Я рад тому, что я прошел этот этап. И в целом все, я считаю, что каждый человек, который хотя бы чуть-чуть интересуется программированием и в целом хотя бы слышал о школе, он должен прийти сюда и попробовать себя. В любом случае, даже если ты не пройдешь этот отборочный интенсив успешно, если ты не поступаешь на основное обучение, ты все равно получаешь колоссальный опыт, который ты за такой, я скажу, короткий срок не получишь нигде. Вот. В целом советую всем приходить, попробовать себя. Так, это были им хорошее подведение к следующему вопросу, потому что следующий наш вопрос будет заключаться в том, почему вы именно решили поступить в эту школу 21. Я слышал уже мнение Мухаммада о том, что он пришел со знаниями. Я надеюсь, Амин пришел, чтобы найти себе работу. Я в этом уверен почему-то. Так, хотелось бы послушать об этом. Почему школа 21? Причем сейчас будем отвечать все вместе, потому что мне важен опыт каждого из вас. Так, давай, Амин, ты начнешь. Почему ты поступил в школу 21? Для каких целей? Хороший вопрос. Я задаю себе его каждый день, потому что, исходя из-за того, что я работаю, у меня очень мало времени на то, чтобы заканчивать к дедлайнам проекты в школе. Я просыпаюсь и спрашиваю себя, зачем я поступил в школу 21? Ответ, в принципе, очевиден. Я еще в самом начале стрима сказал, что у меня было максимально поверхностное понимание программирования. То есть, опять-таки, я вижу задачу, я знаю плюс-минус, как ее выполнить, и я ее делаю чисто механически. Я не вдавался в саму суть того, что я делаю. А это, несомненно, важно. То есть, если передо мной поставить какую-то абстрактную задачу, неточную, я не смогу ее выполнить, просто потому что у меня нет никакой доли понимания того, что я творю. И я подумал, что школа может стать довольно-таки хорошим трамплином для того, чтобы разогнаться, прыгнуть и окунуться как раз-таки в глубину вот этого вот понимания, как устроены те или иные функции, для чего это делается, и что вообще находится под капотом у всего, что я использую в своей разработке. На самом деле, мне кажется, этот выбор оправдывает себя, опять-таки, исходя из того, что они используют C, а моя основа — это C#. И
иншаллах, я думаю, вот это вот понимание, оно так или иначе придет ко мне. Если я, конечно, успею усидеть на всех стульях разом. Так, отлично. По итогу складывается ощущение, что ты все-таки пришел за знаниями, и чудесный оффер не готов. И ради чудесного опыта ты вообще не готов сменить свою компанию, так скажем. Сменил Ни бы за ради что. оффера компанию. Ни за что. АИС это любовь. Такого руководителя больше нигде не будет, Муслим, ты понимаешь? Нигде. Вопрос в деньгах, я думаю. Деньги от Всевышнего, а руководитель, он свой. Поддерживаю. Так, отлично, мы послушали Амина. Теперь, Мухаммад, твоя очередь. Я слышал, что ты поступил ради знаний, но мне все равно интересно, задумывался ли ты об оффере, который тебе может прилететь, задумывался ли ты о плюшках, которые тебе школа 21 дает, или про галочку в резюме, о которой ты говорил. Давай более подробно об этом поговорим. В целом, задумывался ли я об оффере? Наверное, да, потому что любой, кто выбирает эту специальность, в принципе, направление IT, он выбирает ради оффера, ради работы. э, Это ни для кого не секрет. Вот. Когда я только услышал о школе, почему я вообще сюда пришел, у меня такой характер, что у меня интерес бывает попробовать себя в чем-то таком, потому что мне не подходит стандартное обучение, стандартное образование, к которому мы привыкли, те же вузы. Я не призываю бросать вузы и идти сюда, просто я такой человек, которому тяжело получать информацию. Не надо лайки ставить. Вот. Я это Амину обращался. А, Забыл свою мысль. Напомните, о чем я говорил. Ты такой человек, которому нужен А, нестандартный подход к обучению. да, именно такой подход, где надо мной не стоит лектор и не объясняет мне, потом я сажусь за практику и делаю то, что он мне объяснял. Мне такой подход не подходит. Мне нравится именно то, что мне дают задачу, э, как Амин сказал, отборочный интенсив называется бассейном. Я представляю, что я не умею плавать, и меня просто бросили в бассейн и говорят, научись сам плавать, научись сам решать эту задачу, и ты ищешь либо человека в кампусе, в школе ищешь человека, который поможет тебе, либо ты ищешь сам. У тебя есть интернет, у тебя есть ресурсы, у тебя есть медиа, материалы школы, которые тебе доступны как студенту, и ты пытаешься сам решить эту задачу. Я считаю, что это правильный подход, и мне такой подход именно подходит. Я сюда, подход подходит. Вот. Я сюда пришел попробовать себя в первую очередь, так как у меня определенные знания Свифта есть, и он тоже как бы C-подобный язык. Я думал, что придя сюда, у меня есть небольшая фора перед другими участниками, перед студентами, у которых вообще нет опыта. Я смогу поделиться хотя бы теми небольшими знаниями, которые у меня есть, с другими людьми, принести какую-то пользу. Ну и еще как бы такой проект пришел в нашу республику, нашу скромную республику, где я считаю, что мы очень сильно отстаем по развитию не только от регионов других в России, но и в целом от мира. Поэтому я считаю, что эта школа станет трамплином и будет выпускать большое количество студентов наших, которые IT в Ингушетии поднимут высоко-высоко. Вот, пришел быть частью этой большой семьи, скажем так. Хорошо сказал. Особенно мне понравилось про бассейн. Хочешь Мгм. научиться плавать, плыви. Это было прям хорошо. Это можно прям рассказать и всем показывать твое стремление к учебе в школе 21. Так, отлично. Раз мы заговорили про опыт перед поступлением, давайте дальше будем разгонять эту тему. Давайте послушаем про опыт Амина. Он у него очень разнообразный на самом-то деле. Давай, Амин, расскажи, и был ли у тебя опыт перед поступлением в школу 21? Опыт программирования, я надеюсь. Да, именно в Окей. программировании. Так, опыт был. На этом все. Ладно. Опыт был где-то с 16-17 годов я очень начал увлекаться игровой разработкой.
и каждый день пытался заставить себя сделать хоть что-то и ничего не делал. Поэтому у меня очень богатый опыт. Я использовал Unity на C#, потом Unreal Engine на C++, потом Godot на GDScript. В итоге остановился все-таки на Unity. Потом, естественно, игровая разработка у нас в Ингушетии не развита. И мое направление в игровой разработке было максимально обрезанным, потому что, во-первых, я не могу использовать музыку, во-вторых, я не могу использовать изображение живых существ. И вот это вот бесконечное накопление всего в итоге свело к тому, что я нашел для себя нишу заниматься образовательными играми. То есть они являются таким самым адекватным вариантом исполнения того, что мне нравится. В итоге я сделал один образовательный проект. Тут можно рекламировать бесплатные приложения в Google Play? Ладно, можно. Inguage Abbott, это первое, что я опубликовал. Изначально он стоил 50 рублей. Да, я был богат, но Google Play отобрали у меня 70% от заработка. Я обнищал. И на этом мой опыт разработки, личный опыт разработки закончился. Потом меня понесло в разработку сайтов, каких-то рандомных приложений. Потом я снова вернулся в АИС, в код будущего, где уже разрабатывал те же хакатоны и веб-игры. И остановился, сейчас уже занимаюсь просто всем. Тоже веб-разработка, опять-таки с помощью костылей, естественно. Куда мне без них? Я не Кучич. Но про костыли, я думаю, орать не стоит. Все-таки твой будущий работодатель посмотрит, а впечатление о тебе сложится не самое лучшее. Ладно, рассказали про опыт, теперь главный вопрос. Помог ли он тебе, этот опыт, в школе 21, в прохождении этого тура отборочного? Типа, считаешь ли ты, что ты имел на входе, на старте большую фору перед остальными участниками? Честно говоря, когда я шел на интенсив, я думал, я видел, что в общем чате все готовятся там, что-то, какие-то курсы проходят, кто-то какие-то лекции слушает. Я такой думаю, зачем мне нужны эти лекции и курсы по C? Я столько лет уже горбачусь с C#, наверное, я буду щелкать эти задания по C как орешки. Я прихожу на интенсив, и первое, а ты, Муслим, знаешь, что сколько я ненавидел Linux на тот момент, с чем я сталкиваюсь, это Linux, это консоль, это баш-скрипты. У меня все, сердце разбито, я хочу плакать, как в той песне, слезы текли налево. В итоге я беру себя в руки, с трудом осиливаю эти первые 2 дня, в надежде, что как только доберется до C, у меня появится шанс проявить себя. Но нет. То есть этот опыт, который у меня был, он ничем абсолютно не помог. Я думал, что у меня есть все эти базовые понимания того, что нужно делать и как нужно делать. Но здесь все совсем по-другому. Это как, не знаю, всю жизнь водить автомат, потом пересесть на механику и пытаться водить механику одной ногой. Это очень сложно. Это не получилось, в общем, не фартануло. Зато нужно отметить, как хорошо ты начал чувствовать именно весь этот как код, он чувствует? Да, потому что до сих пор ты просто бездушно его писал, а теперь ты знаешь, как он работает под капотом. Теперь я бездушно знаю, как он работает. Нормально. Так, давайте тогда перейдем к Мухаммаду. Мне кажется, микрофон у тебя выключен, если что. Так, Мухаммад, расскажи про свой, если он был программист. Я знаю, что ты пишешь на Swift, iOS-разработчик. Ты упоминал, по-моему, что ты, кажется, тебе казалось, что ты имеешь фору над другими участниками. Давай более подробно поговорим об этом. Меня слышно же? Ага. Мне нечего добавить, кроме... Амин все правильно говорит, я такого же мнения абсолютно. Я думал, что я имею фору перед другими, но я бы выделил только один скилл, который у меня был в приоритете, в преимуществе над другими. Это только поиск информации. Можно сказать, что я владел навыком поиска быстрой информации, правильной информации, правильные запросы в Google. Больше я бы, наверное, не выделил, но в целом я с детства очень коммуникабельный, быстро нахожу общий язык с людьми с абсолютно разных возрастов, разных профессий. Это мне помогло, а так, наверное, в техническом плане, в плане языка
у меня не было никаких преимуществ, потому что для меня C — это просто пропасть. Я абсолютно ненавидел и ненавижу сейчас, хотя продолжаю обучение. У нас сейчас проекты на C. Но в целом, да, у меня есть опыт Свифта. Свифт — это C-подобный язык, но это вообще разные вселенные абсолютно. Поэтому в плане в техническом у меня не было никаких преимуществ перед другими. Так, мне нравится, что ты выделил софт-скиллы. Как раз-таки не каждый об этом задумывается, потому что каждый думает, что хард-скиллы там в конечном итоге зарешают, но какой бы ты там чудесный программист не был, если у тебя с софтами все плохо, и ты мерзотный человек, то оффер Да, не зайдет. я еще добавлю, что в школе это очень полезный навык, и, наверное, это, наверное, один из ключевых факторов отбора на основное обучение после отборочного интенсива. То, как ты умеешь работать в команде, то, какую пользу ты можешь принести. Даже если ты не можешь принести пользу в плане кода, в техническом плане, ты хотя бы морально как-то поддержи, я не знаю, развесели свою команду. Это же тоже часть работы команды. Вот здесь на самом деле учат, здесь все обучение построено на том, чтобы вы все работали сообща в команде. Также у нас есть индивидуальные проекты, есть групповые проекты. И один из плюсов этих групповых проектов является то, что команды формируются абсолютно рандомно. Тебя система сама распределяет, и ты в любом случае должен коммуницировать и взаимодействовать с людьми, которых ты даже не знал до интенсива. И вот в течение этих 26 дней можно сказать, что ты как минимум с 200 людьми точно пообщаешься, переобщаешься, вы поможете друг другу, познакомитесь. Я считаю, что это полезные знакомства в первую очередь, потому что вы обмениваетесь контактами, у вас есть общие группы, общие чаты, и в целом это большая такая IT-тусовка получается. Вот. Исчерпывающий себя ответ, он просто очень хороший на самом-то деле, потому что, как я и сказал, софт-скиллы по итогу могут очень хорошо зарешать, тем более, когда у нас обучение P2P, это очень важно, потому что, опять-таки, на рандоме собираем команды, если мы не умеем работать сообща, то, знаешь ли, и обучение у нас пройдет так себе. Также стоит отметить, что у вас тут много поклонников в чате, я не знаю, откуда они тут все оказались. Мухаммада просит моргнуть, если он в заложниках. Зря ты это сказал, что сейчас у нас стрим вот так пойдет. Ничего, мы соберемся. Ну, кто любит Мухаммада и Амина, с того лайк, конечно. Раз вы все здесь собрались. Так, а мы продолжаем. Пошутили, а стрим надо вести дальше. Так, хотелось бы поговорить про основные вызовы и сложности, с которыми вы столкнулись в школе 21. Хотелось бы узнать об этом. Ну, я могу начать, Амин, если Давай, ты позволишь. Мухаммад, давай, сорян. Мухаммад, В целом, начнем с тебя. опять добавлю, вернее, вернемся к тому, что я говорил про софт-скиллы. Ими я прекрасно владею, у меня с детства получалось находить общий язык, с этим у меня проблем никогда не было. Вот. Единственная сложность у меня была, это в понимании не то чтобы заданий, а то, как решать эти задания. Вот. В том числе Амин очень большой вклад внес в то, как мои проекты развивались. У меня графика была не очень хорошая по проектам, если смотреть с 1 по 26 дней, но в целом он большой вклад внес в то, как он мне помогал, я обращался к нему, хотя он сам мало что понимал, мы вместе искали информацию, мы как бы коммуницировали, мы не делились на какие-то мелкие группировки, на мелкие группы по паре человек. Абсолютно весь практически кампус взаимодействовал друг с другом, мы работали сообща, помогали друг другу, чем мы можем. Вот. В целом сложность была только именно с кодом, с проектами. А так все отлично. Ну, сложность, как я понял, вызывает именно хардовые скиллы, именно проекты, потому что они, опять-таки, как говорят многие, тяжелые. Отлично. Теперь спросим Амина, что самое сложное, что вызывает трудности. Давай об этом поговорим. Так, ну, сейчас я даже не вспомню, что было самое сложное на интенсиве, кроме того, что я уже говорил про свое
нулевое понимание основ программирования, ну, точнее, глубин программирования, если так можно выразиться вообще. Как Мухаммад уже сказал, мы действительно сообща решали большинство вопросов, и было первое время было совершенно непонятно, что делать. То есть люди изначально не знакомы друг с другом, вы просто сели, перед вами задание, и чтобы вы понимали, я не помню, чтобы мы об этом сегодня говорили, вы просто приходите, вы садитесь за компьютер, вы открываете сайт, перед вами задание, и все, больше ничего. Нет никаких инструкций, что делать, куда заходить, как быть. Вот задание, вот вы и человек справа, человек слева. Вот и все, ваше обучение началось. И день за днем мы уже начали такие накладываться друг на друга, все эти осознания начали друг на друга накладываться, и мы уже под конец интенсива стали одной большой сплоченной командой. Кто-то прошел, кто-то не прошел, но на все воля Всевышнего. Это в любом случае никак не влияет на дальнейшее развитие в сфере IT для человека. И, вот что самое сложное. Я просто должен немножко разболтаться, чтобы вспомнить хоть что-то. А самое сложное было сосредотачиваться. У меня огромная проблема с вниманием. Допустим, когда я дома над чем-то работаю или на работе, вот у меня один монитор, на втором мониторе обязательно что-то играет. Вообще не важно, что это, главное на что-то отвлекаться. Во время интенсива у тебя не было возможности отвлекаться на что-то. Ты либо делаешь, либо тонешь, по аллегории с Мухаммадом. Вот. И сохранение этого внимания на протяжении всех этих 26 дней, на всех этих заданиях, и тем более во время экзаменов, это было очень сильно проблематично лично для меня. И, скорее всего, для людей с таким же темпераментом будет тоже проблематично. Так что тренируйте внимательность, внимание, скорее, а не внимательность. Так, отлично. Тоже было интересно очень послушать. Так, пока вы говорили про большое количество людей вокруг, хочется также узнать про, что это за люди, потому что из ответа в начале я слышал, что вход с 18 лет. Мне хочется поговорить про юных, так скажем, айтишников, которые там есть. Я не хочу сказать, что вы слишком старые, но мне хочется услышать про совсем маленьких, которые там присутствуют. Если люди постарше, тоже мне очень интересно, потому что именно большего порога я не видел. По крайней мере, я о нем не знаю. Давайте упомянем об этом. Знаете ли вы там такие кейсы, есть ли там такие люди? Да, Мухаммад, давай. давай. По большей части здесь молодежи все-таки это 30 минус, от 18 до 30 скорее, это больше процент. Вот. 18-летние приходят обычно после колледжа, когда они не знают, чем им заниматься. Если им действительно интересна IT-профессия, они ищут себя, вот, они приходят сюда. Бывают взрослые, вот, например, на нашем интенсиве, насколько я помню, самому взрослому 47 лет было, на текущем интенсиве, по-моему, самому взрослому еще больше. Вот, люди приходят попробовать себя, кто-то поменять профессию, хочет, ему интересно IT. Вот, самые абсолютно разные люди, и врачи бывают, и электрики, люди любого возраста, любой специальности приходят попробовать или поменять даже профессию, если у них получится все-таки. В любом случае, все на воле Всевышнего, но причины за нами, и они стараются эти причины создавать. Видно, как люди постарше, и, естественно, им сложнее понимать некоторые процессы, нежели молодежи. Вот. Но при этом видно, как они стараются, они пытаются, они обращаются за помощью. Я считаю, что это очень круто. Вот. Так, я думаю, Амину пока нечего туда будет добавить в целом. Если есть что добавить, дай знать. Давайте тогда мы продолжим. Упомянул разные профессии, врачи. Я удивлен на самом-то деле. Люди 47 лет тоже на самом-то деле. Удивительно, потому что, казалось бы, учат нас тому, что ты один раз выбрал профессию и идешь по ней уже всю жизнь, какое-то светское, так скажем, видение мира. Но, тем не менее, складывается очередной вопрос. Если у меня нет опыта, прошел ли бы я отборочный тур, подобно тому, как проходят они. Очень интересно послушать, прошли ли они его в итоге. Люди, которые туда пришли с разного возраста, с разных профессий.
потому что именно наши зрители интересует один вопрос. Без опыта я смогу пройти эту школу? Так, Амин, давай начнем с тебя. Так, что я могу сказать? Без опыта пройти интенсив реально, и есть яркие примеры тому у нас на основе. То есть люди, которые буквально бывало там при необходимости только пользовались компьютером, они пришли на интенсив, и их приходилось обучать даже тому, как, допустим, переместить папку на рабочем столе с одной точки в другую. И это не помешало им пройти интенсив, потому что, как я уже говорил до этого, более 100 критериев, которые проверяются не только людьми, но программой, будь это искусственный интеллект, не знаю, даже назовем это так, это сейчас модно. Этот искусственный интеллект прогоняет все эти факторы, и вы проходите или не проходите на основу. И меньшее влияние, мне кажется, на это имеет как раз-таки опыт в программировании. Потому что вот сам этот процесс обучения во время интенсива строится не на наличии опыта, потому что даже люди с опытом, как мы уже с Мухаммадом раньше говорили, даже люди с опытом сталкиваются с большим количеством проблем и непонимания того, что происходит вообще вокруг. Так что Так, дерзайте. хотелось бы еще уточнить, ты упоминал про основу. Основа ты имеешь в виду бассейн, который является вот этим вот проходным туром, да? Нет, А, бассейн — это путь к основе. мгм. Основа — это уже, можно считать, другой берег, другой конец бассейна, на котором уже собирают. Основное обучение, да? Все отлично. Это я и хотел услышать. Так, отлично. Что ты можешь сказать, Мухаммад, твое видение этого мира, так скажем? Человек без опыта, который, допустим, дома у него стоит компьютер, он умеет создавать папку как минимум, потому что у меня были кейсы лично с людьми, которые даже этого не умеют. А люди, Сто которые имеют... Давай. 100%. Никакой особого преимущества опытный над неопытным именно в школе не имеет, потому что здесь учитывается не то, с какими знаниями ты отсюда вышел или окончил этот отборочный интенсив, а то, с чем ты пришел и с чем ты закончил. То есть твой личный прогресс, твой личный как программиста, э, как часть команды, как человека, как часть команды, твой личный прогресс здесь учитывается. Вот, поэтому неважно, с чем ты пришел, да, будет сложно поначалу, никто не говорит, что легко будет. Первая неделя будет очень сложной, особенно для тех, у кого нет опыта, в принципе, работы с компьютером. Я уже не говорю о том, что программирование. Вот, будет сложно, но если не останавливаться, если перебороть вот этот свой, скажем так, барьер, стараться коммуницировать с людьми, которые знают чуть-чуть больше, чем ты. Я думаю, все можно преодолеть. У нас есть яркие примеры. Так, как Амин сказал, у нас на основном обучении очень много людей. Я скажу, что это очень много. Очень много людей, которые впервые за компьютер сели только на отборочном интенсиве в первый день. Они до этого не то чтобы не программировали, они очень мало пользовались компьютером в принципе. Поэтому я скажу, что это абсолютно реально. Но ладно, это уже на потом оставим. Все. Я Так, дополню. отлично. Давай, Амин. В особенности на Linux. Это важно подчеркнуть. У тебя отдельная любовь к Linux. Ты просто не почувствовал должным образом Linux, поэтому ты его так не любишь. А твой там год назад плохой опыт ничего не решает. Ну, за время интенсива я успел полюбить Linux, кстати. Это очень важно. Это я забыл об этом сказать. Я терпеть не мог Linux. Муслим знает, насколько сильно я ненавидел Linux. Но интенсив поменял мое мнение. Linux, разработчики Linux, я обращаюсь к вам. Ой, чудесно. Мы любим Linux, мы любим C, не подумайте, что мы как-то осуждаем. Это все-таки база, базированный, так скажем. Так, отлично. Давайте теперь к следующему вопросу. Если что-то, что вас дезморалит или не устраивает в школе 21, вот, ну, не нравится вам именно вот этот вот момент. Видел, даже я слышал, и как минимум я видел людей, которые ходят с ленточками на руках. Честное слово, я увидел этих людей и задумывался, почему они носят эти ленточки постоянно. А потом через время, оказывается, их обязательно было носить. Как минимум, я бы отметил это как
плохую сторону, так скажем, потому что зачем я должен носить эту бумажную штуковину? Так, давай, Амин, разгоним эту тему до конца. Что тебя не устраивает или дизморалит в школе 21? Кстати, о ленточках. Это называется браслеты, Муслим. Держу в курсе. В общем, эти браслеты. Когда я первый раз пошел на бассейн, мне надели этот браслет, я вернулся домой и встретился с друзьями, они начали меня массово буллить. И этот буллинг продолжался на протяжении 26 дней. Перевожу с зумерского языка, короче, с молодежного сленга, буллинг — это издевательство. И они издевались надо мной на протяжении всего интенсива. Это было то, что я слышал каждый день. И действительно, мое отношение к школе очень сильно пошатнулось из-за этих браслетов. Но шучу, на самом деле браслеты как браслеты. Я, кажется, вылетел со стрима. Нет, не вылетел. Браслеты как браслеты. Сейчас единственное, что меня дезморалит в школе на основном обучении, по крайней мере, это то, что, ну, в принципе, это не проблема школы, это скорее моя проблема, у меня не хватает времени. То есть изначально я рассчитывал на то, что дедлайны будут прям, ну, огромные. То есть я работаю, учусь в свободном темпе. Но сложность заданий, допустим, первое задание было плюс-минус укладывалось еще в мои рамки. Второе задание уже групповой проект, более сложный, надо работать в команде, при этом надо успевать со своей работой, с какими-то домашними заботами, потому что мы в Ингушетии, у нас всегда есть домашние заботы. Нужно успевать, короче, все делать. Не то, чтобы это меня дезморалит, просто единственное, что сейчас меня беспокоит, это то, что я не буду успевать по дедлайнам. С одной стороны, человек, который посвящает все свое время обучению, для него это не проблема. То есть если человек может приходить каждый день в кампус или даже дистанционно работать совместно со своей командой и развиваться, учиться, для него это не будет проблемой, и это все пройдет гладко, я считаю. Но лично меня это сильно пока что тормозит, и я даже вот это уже всего лишь второй проект, и я уже почти уверен, что я не успею закрыть его до дедлайна. Скорее всего, буду просить продления. Кстати, об этом можно просить продление дедлайна по уважительной причине. Уважительную причину мне придется придумать, но надеюсь, мне поверят и продлят мне дедлайн. И надеюсь, АДМ школа не будет смотреть этот стрим. Вот. Так, отлично. Теперь спросим Мухаммада. Мне тут сказали, что дезмораль слишком сильное слово, поэтому сказал бы, переформулировал бы вопрос, что тебе не нравится, там, что так немного... Огорчает. Я даже не знаю. Я думаю, ты меня понял. Давай Я попробуем. тебя понял, да. В целом у меня нету ничего, ни одного пункта, скажем так, в характеристике школы, который меня не устраивает, начиная там от самого кампуса, заканчивая проектами там и так далее. Мне нравится то, как здесь построено, выстроено все обучение. Мне нравятся условия, которые созданы, в принципе, в школе. Здесь все сделано для того, чтобы ты комфортно себя чувствовал, комфортно тебе было работать, коммуницировать с людьми. В целом мне нечего сказать по недостаткам. Я просто за эти полгода, начиная с февраля по сегодняшний день, я не заметил ни одного недостатка в школе. В целом вот. Я абсолютно честен, мне не платили за рекламу. Вот. Я как раз хотел спросить, сколько тебе заплатили. Амин, я тебе напоминаю, что, скорее всего, люди из АДМ сидят и смотрят этот стрим. Люди из АДМ, сколько вы заплатили Мухаммаду? Я Пока это не к тому, что заплатят Мухаммаду. я это говорю к тому, что тебе могут не продлить дедлайн, потому что уважительной причины нет. Вот. Я абсолютно честен. Я не замечал никаких минусов по обучению. Еще мне нравится, я еще добавлю, что важно, что в принципе вся IT, скажем так, школьная тусовка, она не ограничивается только нашим кампусом. По России около 10 вроде кампусов, и мы можем взаимодействовать с другими кампусами, в том числе там и проверка проектов. Мы, в принципе, можем обращаться к ним за помощью, там, за определенной помощью. Вот. Мы все в одном, мы все, считай, одна семья, поэтому мы со всеми коммуницируем. Вот. Можно, насколько я знаю, поехать в любой город, где есть кампус школы 21, и ты можешь посетить его, так как ты являешься студентом основного обучения. Вот. Мы друг друга пирами называем, если что.
Пир. Пир Амин. Так, отлично. Вот. Как я вижу, Мухаммад явный фанат школы 21. Возможно, он хочет очень там работать после окончания учебы. Отлично. Так, тут в комментариях, кстати, подмечают, что человеку без опыта нету смысла, точнее, делать реально нечего на обучении на первых 2 неделях. Опять-таки, я готов с этим поспорить, потому что, допустим, люди, если на обучении не будет людей, у которых уже реально есть опыт, то как строился бы обучение peer-to-peer, правильно? Это именно у меня такое видение. Если это был вопрос, то именно так я его вижу. Если хотите что-то дополнить, жду ваши ответы. Да, это так и работает. То есть люди, которые совершенно без опыта, опять-таки на примере нашим с Мухаммадом интенсиве, нашего с Мухаммадом интенсива, да, я трижды это неправильно сказал, даже я прошел бассейн, который не может фразу выговорить, вы понимаете. На примере нашего интенсива есть люди, которые буквально абсолютно с нулевым опытом прошли этот интенсив. И суть как раз-таки в том, что они не сдаются. То есть они пришли без знаний, они вне зависимости от того, насколько их огорчало то, что у них не получается выполнить проект, насколько бы они не расстраивались, они продолжали приходить каждый день, продолжали пытаться. И мне кажется, это гораздо более важно, чем есть у тебя опыт, нет, получается у тебя или нет, потому что из раза в раз, повторяя, пытаясь, предпринимая попытки, ты рано или поздно достигаешь того, чего ты хочешь. А если ты готов опустить руки за, ну, допустим, не 2 недели, 3 недели, месяц, это не имеет никакого смысла, и при любой другой системе образования ты точно так же сдашься. Даже если 12 лучших педагогов в мире будут вокруг тебя кружить и нянчиться с тобой, если ты не хочешь этого на самом деле, ты просто точно так же опустишь руки. Так что да. Да, хорошо подметил. Люди, у которых есть опыт, но они делают ничего, они не пройдут, естественно. И то же самое у людей, которые нет опыта, но они стараются, то они в итоге добьются своего, иншаллах. Так, у нас, получается, есть еще один вопрос. Это даже, знаете, не вопрос, а больше напутствие от вас. Хотелось бы услышать для тех ребят, которые будут идти в школу 21 для начала своего обучения. Поэтому хотелось бы услышать, что бы вы посоветовали людям. Мухаммад, давай начнем с тебя. В первую очередь, несмотря на то, что школа сама об этом заявляет, и мы тоже это неоднократно говорили, что человеку без опыта реально пройти основное обучение, все равно попытайтесь перед тем, как, если вы все-таки решили пойти на отборочный интенсив, попытайтесь уделить максимально возможное свое свободное время тому, чтобы подготовиться к этому интенсиву. Все-таки это нелегко. Даже люди, у которых 10-летний опыт, а есть такой опыт у нас в школе, что приходили люди с 10-летним опытом, даже им было трудно, даже им сложно было в таком режиме работать. Вот. Хотя бы подготовьтесь, хотя бы у вас будет хоть какие-то базовые знания программирования, чтобы вам хотя бы чуть-чуть облегчить задачу. Не теряйте время зря, готовьтесь. И советую на время отборочного интенсива все-таки отложить все свои дела, все свои домашние дела, как бы это сложно у нас в Ингушетии не было. Постарайтесь договориться со своей семьей, чтобы они вас не трогали в принципе. Если вы работаете, возьмите отпуск, если вы учитесь, возьмите отгул, академ, что угодно, но посвятите эти 26 дней себе и, в принципе, школе, обучению, потому что я вам гарантирую, что эти 26 дней, если вы пройдете, они пройдут 100% не зря, даже если вы не пойдете на основное обучение. Вот, поэтому создавайте причины, успех уже за Всевышним. Так, отлично. Ты упомянул про подготовку, но не упомянул, к чему именно нам стоит готовиться. Хотелось бы услышать более подробно, что именно я должен подготовить для того, чтобы пойти в школу 21. Смотри, я не могу говорить тебе всего, и даже если бы я мог, я, наверное, тебе не сказал бы, потому что у тебя пропал бы интерес. Ты бы выучил все, и тогда бы ты легко его прошел. Но в целом, мы неоднократно говорили про язык C, я бы посоветовал про
про систему Linux, как с ней обращаться, как взаимодействовать, про эту тему поизучать и в целом основу C, что такое язык C, какие функции, что такое переменные там, и так далее. В принципе, основу языка C. Вот. Я думаю, что этого достаточно, чтобы хоть там, на процентов 5-10 облегчить себе задачу. Вот. То есть по итогу вот эта вот вся подготовка облегчает только на 5-10%. Я думаю, слишком грубо. А, разверни ответ, если ты имел что-то другое в этом в виду. Слышал? Нет, я имел в виду, что в целом тебе будет намного легче, да, если ты хотя бы базы языка C, да, тебе будет легче, если ты, в принципе, будешь знать базу языка C, тебе будет намного легче, чем другим, которые его не знают. Вот. Но все равно, не зная те задания, которые у тебя будут, в любом случае для тебя задача не облегчается намного. Тебе в любом случае придется думать, тебе придется размышлять, искать людей, у которых, может быть, логика развита чуть-чуть побольше, чем у тебя. Потому что развивать навыки нужно абсолютно все, не только там софт, но и хард скиллы, вернее, наоборот, не только хард, но и софт скиллы. Вот, в целом, все. Так, отлично. Готовьтесь в любом случае, не теряйте время. Мы с Амином не готовились. Готовьтесь, но мы Не не следуйте готовим. нашему примеру. Так, отлично. Да. Теперь хотелось бы послушать Амина. Что бы ты мог посоветовать людям? Амин пропадает. Так, Амин, ты с нами? Да, меня слышно? Да, мы тебя слышим. Итак, тот же Я вопрос. просто слышу очень. Такой у меня вопрос к тебе. Какое напутствие ты можешь дать людям, которые собираются поступать в школу 21? Меня слышно? Так, какое я могу дать напутствие? А, Да, у вас задержка. Я не знаю, у кого, у меня или у тебя, но она существует. В общем, напутствие. Опять-таки, Мухаммад сказал правильно, мы с ним не готовились, мы были слишком самоуверены, если это можно так назвать, из-за того, что какой-никакой опыт имеется. И это, естественно, создало некоторые сложности во время интенсива, которые сказались и на общем впечатлении, естественно. Готовиться стоит, готовиться даже необходимо в плюс-минус. Хотя, в принципе, опять-таки, школа позиционирует себя как место, куда вы приходите без опыта. И тут уже зависит от того, с каким намерением вы туда приходите. Если вы пришли получить знания и попробовать себя, то, ну, не обязательно готовиться. Вы пришли, попробовали себя, ушли. Либо прошли на основу, либо нет. Если вы идете в школу с явным, открытым желанием попасть на основное обучение, естественно, готовиться стоит. Потому что вы столкнетесь с теми или иными сложностями. То есть, если вы всю жизнь сидели на винде, как я, винда — это Windows, операционная система, вы приходите на интенсив, а там Linux, в котором даже для того, чтобы поменять раскладку, нужно танцы с бубном устраивать. Это создаст вам определенные сложности. Я до конца интенсива писал русские слова латиницей, и где-то только на второй неделе один из участников подошел ко мне и говорит: вот тут в настройках можно зайти в layouts добавить русский, поставить сочетание клавиш и так далее. То есть я всего этого не знал, я никогда не работал до этого на Linux. Попробуйте скачать, установить себе Linux или хотя бы на виртуалку его накатать, немножко поразбираться в нем, попробуйте изучить C. Ну, не то чтобы изучить, просто почитать про него хотя бы, одну книжечку прочитать до интенсива, это вполне будет достаточно, чтобы вы имели... Я просто съел слово «достаточно». Это вполне будет достаточно, чтобы иметь хоть какое-то представление о языке. Вот. Но больше всего, естественно, Linux. Linux — это прекрасно. Каким файлообменником ты пользуешься? Не знаю. Я сейчас не с той головой, чтобы думать о таких вещах, конечно. Я таскаю файлы по SSH между серверами. Вот такой вот я. Ты Так, подожди. Я забыл.
Ты хотел, я знаю, что ты хотел понтануться тут. Ладно, почему-то мы слишком сильно любим Linux, но почему-то мало рассказали про основу. Давайте к ней вернемся. Мне интересно послушать, сколько длится обучение. Почему-то мы на всем протяжении эфира не затронули эту тему, сколько длится обучение всего. Там, по-моему, с половины можно уйти и так далее. Да, именно этот вопрос мы сейчас развернем, а потом вернемся к вопросам из чата, для того, чтобы все желающие могли их позадавать участникам. Итак, сколько длится основное обучение? Основное обучение, напоминает, это то, что идет после бассейна, или как он там еще называется у вас? Я уже забыл, короче говоря. Основа, сколько она длится? Отборочный интенсив. Основа длится от 1,5 до 3 лет. Зависит от направления, которое ты выберешь, от режима, который ты для себя выстроишь, от скорости выполнения проектов, вот, то, как ты будешь укладываться в свои проекты, вот, в дедлайны. Вот. В целом от 1,5 до 3 лет в среднем заканчивает основное обучение. Вот. Чем На она обучении- отличается? Был вопрос. Да. Отличается тем, что на интенсиве то, как он назван, полностью его характеризует. У вас каждый день новые проекты, у вас краткие дедлайны, там, сутки, около 1,5 суток на проект дается. На основном обучении чуть-чуть другая ситуация. На один проект дается там месяц, 1,5, 2 месяца. Такие довольно большие дедлайны, но и проекты тоже по объему побольше, чем на отборочном интенсиве. А так, в целом, принцип обучения остается таким же. Мы у друг друга спрашиваем, предлагаем свою помощь, если мы знаем, вот, сдаем свои проекты. В принципе, все то же самое, что и на интенсиве, не считая там дедлайнов, и отсутствует привязанность какая-либо к кампусу. Тебе не обязательно находиться в школе, ты можешь дистанционно все это сдавать и все продвигаться по... Единственное, надо будет на экзаменах присутствовать в школе. Вот. Пока я не знаю, какой у нас период будет экзамены, нам пока этого не говорили. Вот. Но вроде бы пару экзаменов в год. Вот. Во время экзаменов обязательно находиться в школе. Так, с этим мы разобрались, но что еще очень сильно интересно, все это ради чего? К какому конечному итогу мы должны прийти после основного обучения, что это нам дает? По-моему, я слышал такое, что в конце можно выйти уже middle разработчиком с несколькими годами, чуть ли не 2 года опыта. Давайте эту тему тоже разжуем, так скажем. Амин, если ты знаешь, я готов передать тебе слово. Мне кажется, в этом вопросе более следующим будет Мухаммад, потому что я только по основной такой напускной информации осведомлен о стажировке, об обучении, о том, какие проекты нас ждут и так далее. Тогда давай, Мухаммад, тебе этот вопрос. Что мы в итоге получаем после основного обучения? Выходим ли мидлами, кто-то нам дает оффер и так далее и тому подобное? Получить оффер абсолютно реально, и даже не закончив полностью обучение, как я говорил, на этапе стажировки тебя может просто предложить компания оффер и забрать тебя из школы, скажем так. Вот. Это абсолютно реально, и получить middle на выходе из школы тоже. Я считаю, что и сейчас неплохой уровень у наших, скажем так, одноклубников в школе. Вот. Поэтому это абсолютно реально middle с мидлом выйти из школы спустя там 3 года, условно, спустя 3 года обучения в школе. Это абсолютно реально, возможно. И таких кейсов, если не сотни, если не тысячи, то сотни как минимум есть по всей России. Вот. Еще отлично. добавлю, наверное, это один из ключевых моментов, что в целом школа 21 и в целом там площадка Сбера, они сотрудничают с многими IT-компаниями, поэтому там, попасть сразу же в Озон, попасть в Авито, МТС и так далее, ведущие IT-компании России, это абсолютно реально. И такие случаи есть.
Так, отлично. Мы не можем рассказать про личные кейсы из Ингушетии, потому что школа тут относительно недавно. То есть оттуда выпуститься буквально после открытия этой школы еще никто не успел. Возможно, там есть за рубежом какие-то кейсы, где там ингуши закончили и так далее, но, насколько я знаю, тут у нас выпустившихся еще нету, поэтому сказать мы про них не можем. Итак, я думаю, сейчас можем уделить время на вопросы из чата. Поэтому, зрители, ждем ваши вопросы в чате, будем задавать их участникам. В целом, потому что у меня, как у ведущего, вопросов больше к участникам нету. Так, хороший вопрос. Тут спрашивают, делают ли участники школы какие-либо проекты для open source. Есть ли такое вообще, предусмотрено ли? Да. Насколько я знаю, среди самих проектов нет такого, что ты делаешь какой-то конкретный проект, предназначенный для масштабного использования в open source. Но это никак отсутствие этого проекта среди заданий никак не ограничивает участников. То есть вы собираетесь, в школе есть такая возможность собирать клубы. Вы можете своим клубом собраться, естественно, сделать какое-то приложение или нечто более такое интересное для большой аудитории с открытым исходным кодом. И недавно была новость о том, что от перов для перов теперь можно создавать как раз-таки open-source приложения, ну, плюс-минус open-source, то есть вы можете создать какой-то софт, который будет помогать другим перам, будет им полезен в обучении, в работе, так или иначе, с помощью API-шки самой платформы школы. То есть внутри они теперь создают большую и интересную экосистему. А за пределами школы все зависит от участников. Если есть желание, никто в этом не ограничивает, и ресурсы предоставляются вполне себе. Так, но тут спрашивают, есть ли возможность потыкать, поиграться, но, как я понял, у вас личных кейсов именно с open source проектами нету, поэтому, я думаю, тут уже сказать больше нечего. У вас есть проекты open source? Как раз то, что Амин сейчас затрагивал, что можно обращаться к API-шке нашей платформы. Я сейчас работаю над одним, но это так, более ради интереса проект. Вот. Просто за этим занимаюсь. Возможно, в будущем это станет open source, выкачу, можно будет пощупать. Но я сомневаюсь, что это станет чем-то публичным, потому что в целом наша платформа, она предназначена исключительно для тех, кто учится. Вот, поэтому не знаю, есть ли в ней смысл ее как-то популяризировать. Смысл есть Вот. всегда. Я думаю, если хотя бы один человек ею будет пользоваться, то это уже успех вполне себе, а дальше уже как пойдет. Так, следующий вопрос. Мы уже говорили, конечно, об этом, но тут упоминается вопрос, какие есть направления в этой школе. Давайте мы заново повторим. Этот вопрос мы предоставим Амину. В Амин. прошлый раз он был очень хорош в этом. Вот. Так, если говорить о направлениях, ну, я, наверное, просто повторю тот же ответ, потому что он не изменился. Среди языков программирования это C, C++, C-Sharp, Java, Go, Swift, Python, JavaScript и Kotlin. Направления, так или иначе связанные с перечисленными языками, это мобильная разработка, компьютерная графика и геймдев, фронт-энд, DevOps, алгоритмы и структуры данных, веб-программирование, кибербезопасность, сети и системное администрирование, архитектура программного обеспечения, бэкэнд, машинное обучение и анализ данных и базы данных. Все эти направления, они перечислены на официальном сайте школы, там же перечислены и языки программирования, которые существуют в школе. И если что, мы более подробно об этом говорили в начале стрима. Помимо направлений мы еще говорили о том, что в школе все начинается с C, и вы без какого-либо права выбора в течение полугода учите C. Это тоже важно. Вы должны быть готовы к тому, что C будет вашим близким другом на протяжении длительного времени. Если его можно назвать другом, конечно. Друг. Кому враг, как говорится. Так, ждем еще вопросов из чата. Если их больше не будет, то на этом мы сможем закончить эфир.
Так, кстати, напоминаю для зрителей, что все трансляции остаются на канале, в разделе трансляции на нашем канале. Вы сможете пересмотреть этот эфир как видео, опять-таки. Это для тех, кто поздно подключился, кто не все услышал и так далее. Так, мы ждем вопросов из чата. Так, есть ли тут у нас вопросы? Так, я Так, думаю... есть вопросы, Муслим? Так, А, так, кстати, в- интересуется, сколько людей сейчас учатся в школе 21? Есть ли у вас какая-либо приблизительная цифра, потому что мне кажется сомнительным, что вы знаете прям до одного человека, сколько там есть людей. Ну, приблизительно на отборочных интенсивах бывает там по 3 сотни человек. На основном на данный момент там чуть больше сотни человек. Ну и можно путем нехитрых арифметических сложений понять. Ну, пускай будет 400-500 человек. Ну, активных, наверное, 200-250, которые ходят каждый день, которые взаимодействуют со школой. Вот. Из 300 человек проходят, если что, не 300. Намного меньше цифр. Намного меньше, я думаю, каждый второй, как минимум, проходит. Я надеюсь на это. Потому что у меня много знакомых, которые туда пошли, и не Видимо, у тебя прошли очень там, крутые знакомые. да, и не прошли там буквально пара человек, поэтому я не думаю, что там такая маленькая цифра в конечном итоге, и что так много людей по итогу отсеиваются. Итак, смотрим дальше вопросы, есть ли они. Так, тут спрашивают, не теряют ли люди мотивацию к изучению программирования с приходом искусственного интеллекта и тем, что они уже очень многое умеют в этой сфере? Опять-таки, очень популярный вопрос на сегодняшний день, а-ля о том, что и заменит программистов, или уже там кого-то заменили, джуны не нужны, короче, крах. Давайте разжуем эту тему. Амин, можешь попробовать ты. Ну, на самом деле, все очень плохо. У нас нет шанса на выживание, ибо искусственный интеллект в действительности заменит нас всех во всем, в дизайне, в разработке. Это неизбежно, так или иначе. Но искусственный интеллект не заменит действительно хороших специалистов. Каждый разработчик, дизайнер, кто угодно всегда стремится стать опытным специалистом. У искусственного интеллекта нет того, что есть у людей. Кого я обманываю? У искусственного интеллекта есть больше. Вот, ладно. В общем, что? Для того, чтобы писать искусственный интеллект, нужны люди. Для того, чтобы задавать правильные запросы искусственному интеллекту, нужны люди, у которых есть опыт в том, что они делают. То есть не программист, который пытается заставить искусственный интеллект написать программу, у него гораздо меньше шансов сделать что-то годное. На самом деле искусственный интеллект — это лишь подспорье. Это инструмент, один из многих инструментов, которые сейчас мы можем использовать для того, чтобы ограничить затрачиваемое время, и не более. То есть нет такого, что ИИ просто ворвался в нашу жизнь, уничтожил все сферы деятельности и отобрал рабочие места у людей. Такое в теории возможно лет через 10, хотя по нынешнему развитию, может быть, чуть раньше. Но, опять-таки, даже на тот период искусственный интеллект будет иметь какое-то обособленное значение. В первую очередь у нас есть гвозди и молоток. Мы используем молоток, чтобы забивать гвозди. Точно так же для любого другого приспособления есть свой инструмент. И если человек, во-первых, не умеет правильно пользоваться этим инструментом, у него ничего не получится, так или иначе. Так что, я думаю, до того, чтобы искусственный интеллект захватил мир, осталось еще очень много времени. Возможно, мир даже не доживет до этого. Но если прогнозы Илона Маска верны, нам всем конец. Да, из разряда калькулятор не заменил математика. Опять-таки, ты хорошо подметил, что ИИ — это
просто инструмент, хороший инструмент, а до того, чтобы заменить там нас на работе, это еще долгая история, так скажем. Итак, я думаю, этот вопрос будет сейчас больше к Мухаммаду, это будет у нас последний вопрос. Комментатор говорит, что в Париже есть школа до 42, и, как я понял, она по типу школы 21, и там упоминается, что во время бассейна многие спят прямо в кампусе, и его интересует, есть ли такие возможности в Магасовском нашем кампусе. Да, действительно, школа 21, она изначально была франшизой французской школы 42, но из-за там ситуации в мире они как бы полностью обособились от этого. Теперь это полностью автономная какая-то экосистема сберовская. Вот. Не знаю, как там во Франции было, но у нас в кампусе категорически запрещено спать, неважно, где ты, в комнате отдыха или за рабочим местом, категорически запрещено спать. Это одно из самых главных правил. Если хочешь спать, иди домой, отоспись и вернись обратно. Спать в кампусе нельзя. Вот. Если ты далеко, очень сильно далеко живешь, то через дорогу у нас строится IT-общага, IT-отель. Вот. Он будет бесплатным для студентов школы. Вот. Можно будет получить место в IT-отеле. Она пока еще достраивается. Надеюсь, что скоро это будет актуально. Вот. Ну, я думаю, в целом это даже правильнее, потому что спать на рабочем месте какой-то такая себе история, так скажем. В целом, я думаю, достаточно уже вопросов из чата. Я думаю, я уже все интересующие нас вопросы задал нашим участникам школы 21, и надеюсь, что этот эфир в будущем станет возможностью для поступающих понять, что их ждет в конечном итоге, для того, чтобы они успешно смогли пройти как бассейн, так и основное обучение, и в конечном итоге получить свой оффер мечты. Большое спасибо Амину, большое спасибо Мухаммаду. Я очень рад, что вы здесь собрались, что вы согласились на этот стрим. Также я напоминаю для зрителей, что стрим он будет у нас на канале как видео, вы его сможете пересмотреть еще столько раз, сколько захотите, а я уверен, что с Амином это будет не один раз. Так, также хочется упомянуть про форум в Телеграме, где мы вместе с нашими, как это сказать, программистами вместе собрались в одном месте для того, чтобы делать этот мир лучше. Название форума точно такое же, как название этого канала, только нижнее подчеркивание и форум. Интернет, нижнее подчеркивание, форум. И туда вы сможете в будущем приходить со всеми вопросами, которые вас интересуют. В конечном итоге, что мы можем сказать? Обучение сложное, никто не говорит, что там будет легко. На обучение могут пройти даже те, кто не имеет абсолютно никакого опыта в программировании, но нужно отметить, что компьютером как минимум нужно уметь пользоваться, потому что ты идешь туда именно за этим. Софт-скиллы важны, как отметил Мухаммад, причем очень хорошо отметил на самом-то деле. Вы общаетесь с людьми, у вас обучение peer-to-peer, поэтому софт-скиллы тоже должны быть хорошо вкачаны. И в целом, я думаю, все, обучение длится 3 года, как я понял. И в конечном итоге у вас есть большая галочка в резюме, что вы отучились в школе 21, у вас есть возможность попасть на стажировку в компанию и там же также остаться. И вроде бы это все, что мы обговорили на данном стриме. Я думаю, на этом мы можем закончить. Опять-таки, снова прощаюсь с вами, Амин и Мухаммад. Надеюсь, наша встреча будет не последней. С вами был я, Муслим Ялхароев, один из новых ведущих в интернете. Большое всем спасибо. Ждем вас в форуме. Иншаллах, я с вами не прощаюсь. Аллах рияз кылган Мухаммад. Аллах рияз кылдал эту бокуп декреты ваших. Амин. Тогда, если у вас больше нету слов, которые можно сказать, мы прощаемся. Прощаемся. Мы всегда на связи, готовы помочь. Обращайтесь за помощью.
Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь Ставьте на лайки. канал, нажимайте колокольчик. Переходите в Telegram форум интернета, подписывайтесь на Муслима и на всех участников интернета. Спасибо интернета за работу, которую вы делаете. Кстати, я благодаря вашему стриму с имамом узнал очень много про геймдев, потому что разбирали этот вопрос, очень много вопросов задавали. Это было очень круто и сильно мне помогло. Надеюсь, этот стрим тоже очень многим поможет. Аллаху эхту баху чиносине. Тоже добавлю по поводу интернета. На самом деле это крутое IT-комьюнити. Если кто еще не вступил и кому интересно, в принципе, IT, обязательно вступите. Советую вам. Крутые ребята собрались, заинтересованные в том, чтобы поднять IT в нашей республике, развивают как могут своими ресурсами, своими возможностями. Аллах яс холшан, Аллах яхта ваховчин. Надеюсь, у нас получится общими какими-то усилиями создать благоприятную для IT-атмосферу, например, вот такую, как у Амина. Вот. В Я целом, здесь добавить благодаря интернету. только слова благодарности вам, Аллах яс холшан. Все. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Салам алейкум. Ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатуху.